Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире полчаса Регикогу с депутатом эстонского парламента Валерием Корбом. Здравствуйте. По традиции начнем нашу передачу с обзора вопросов, которые рассматривались на минувшей неделе в Регикогу в эстонском парламенте. Пожалуйста, Валерий Николаевич. Вопросов было достаточно много. Я просто, может быть, некоторые главные, которые, потому что одни выполняют роль технического помощи предыдущим принятым законам, другие какие-то вносят поправки. И таким образом вся наше законотворчество, наверное, и поставлено долгие годы. В понедельник, как всегда, депутаты имеют право сделать запрос министрам, поэтому никто иной, как Михаил Корб, отвечал на два вопроса, которые были заданы от партии или оформлены свободной партией. Это вопросы касалось изменения границ, точнее сказать, порядок изменения границ, и конкретно, было о Ляновском уезде. Второй вопрос – это не что иное по имуществу, государственному имуществу, и в каком состоянии сейчас все эти дела, поэтому министру пришлось на это отвечать. Во вторник один из вопросов, которых практически в повестке дня было два вопроса. Один был по изменению представительства в парламентской ассамблее, и вместо господина Матти Райдмана, нашего коллеги, туда был направлен, и точнее сказать, уже теперь проголосовали депутаты за то, чтобы там работал наш коллега Томас Вицут. А второй вопрос, это был достаточно интересный, поскольку он был инициированным и Андресом Аммасом, Игорь Грязин, Мадис Миллинг, Мартин Хельме, практически те, кто сегодня находится депутаты в оппозиции. Четверо хотели создать при нашем телерадиовещании, создать свой комитет по этике, и думали, сегодня он существует, хотели бы некоторым другим укладом, который был бы не связан как раз с радиотелевещанием, но депутаты не предложили, поскольку зачем два создавать параллельных практически органа при одной и той же организации, поэтому здесь был проект этот в первом чтении отклонен и отправлен назад. В среду были вопросы, которые касались страхования. Вторым вопросом был вопрос, мы о нем говорили, наверное, в прошлом передаче, это как раз не что иное, как закон о чрезвычайном положении. Здесь очень достаточно практически новый закон, который раньше, если это подходило под эгиду гражданской обороны, то есть в моменты, когда наступают какие-то действительно сложные ситуации с природой или наводнения, или какие-то другие катаклизмы, поэтому здесь закон о чрезвычайном положении прежде всего регулирует объявление, то есть сам по себе, если начинается, то надо объявить о том, какие параметры объявить о том, что вводится чрезвычайное положение с какими-то действительно серьезными ситуациями в качестве, например, изменений по климату или по изменению какими-то параметрами, которые в повседневной жизни, как это будет объявляться на территории. Здесь прямо регламентированные параграфы. О том, что должно делать в таких случаях практически государственное правительство государства, что должно делать местное самоуправление, какие параметры, или точнее сказать, какие моменты использования наших сил обороны, создание кризисных комиссий в местных самоуправлениях, в городах, властях. И закон ставит задачу именно новым самоуправлением. Я думаю, что сейчас их количество после проведения административной реформы резко будет меньше, создание таких кризисных планов. И я был сам свидетелем неоднократно, я думаю, Игорь, вы тоже, что достаточно часто такие игры, особенно в зонах, где существуют промышленные предприятия, Хохлоярской городской управы
практически люди, которые отвечали вот за состояние всего, что происходит вот на этой территории, плюс представители вот государственных структур, практически на картах играли, или точнее сказать, в такой в игровой обстановке решали, что же нужно делать, если как тот или иной вариант, непредусмотренный вариант может произойти. У нас промышленная зона, поэтому для нас это закон достаточно серьезный. Дальше был вопрос, связанный такой даже повседневной, что ли, жизнью, что это закон, который меняет или дает, точнее сказать, возможности вот выплату тех, точнее сказать, закон по кассе страхованию по безработице, который внесет насчет взаимоотношения между работодателем и человеком, который не имеет, то есть в моменты сокращения этого человека, если у него нет страхования, то есть он не оплачивает страховку, и сегодня во многом возникают такие ситуации, когда люди достаточно в щепетильном отношении, когда все-таки предприниматель, у которого этот человек работал, вот эти новые параграфы, которые были приняты, они, я думаю, что когда вот наступает тот момент, и в большей степени работникам кассы Эститюэтус Касселя, они будут доведены после того, как закон будет подписан. Закон об услугах в области здравоохранения. Ну, вот об этом законе было достаточно много на этой неделе написано. Есть практически мамы, женщины, которые становятся мамами, но не приписаны ни к одному семейному врачу. Теперь это будет делаться практически автоматически. Каждый ребенок получит своего семейного врача, на который семейный врач обязан рассматривать вот состояние ребенка после рождения, естественно, и потом следить за его здоровьем. Следующая тема была очень большая по вопросам изменения климата. Вот это было в руках, вся ситуация была в руках у двух человек. Это министра нашего Министерства охраны окружающей среды и вашего покорного слугу, поскольку мне нужно было выступать от нашей комиссии по этому вопросу. Министр сделал обзор, мне пришлось добавить, может быть, поскольку обсуждения большого не было, но новый закон, который регламентирует, или точнее сказать, вот возвращаюсь опять, может быть, мы говорили о законе, который регулирует как раз вот такие ситуации, связанные с изменением климата. Мы сегодня должны констатировать, что вот 19 лет назад первое совещание, которое состоялось, это не что иное, как совещание, которое в политике, в общественной жизни называется Киото, то есть Киотское совещание, которое было, наверное, отправной точкой, чтобы вот эту программу, она у меня с собой, программа носит, вот, может быть, такой внешний вид, она 47 листочков напечатанного текста по каждым направлениям, тут 8 основных направлений, поэтому после Киото было в прошлом году в конце ноября, в начале декабря было большое совещание в Париже. Если в Киото не подписали соглашению, не присоединились большие страны, такие как Соединенные Штаты, Россия, Пакистан, Индия, Китай, то вот уже практически 3 месяца назад было подписано Парижское соглашение, по которому действительно эти страны сказали, да, мы, особенно по парниковому эффекту, по выбросам газа СО2 в воздух, в принципе, сказали, да, мы подписываем и берем на себя обязательства. У меня есть большой материал по этому вопросу, и, например, по этому вопросу, выбрасывать вот эта доля мирового выброса в европейских государствах составляет 9%, в Соединенных Штатах 12%, в Китае 24%, в Бразилии 5,58%, Индия 5,6% и так далее. Поэтому вот к 2030 году взяты нормативы, так скажем, в Европе уменьшить на минус 40% выбросы. Значит, Соединенные Штаты берут обязательства от 26 до 28%,
Если говорить по Российской Федерации, то на 25-30% выбросы к 2030 году. Поэтому вот, кто интересен, наверное, в интернете очень много можно найти материалов. Поэтому у нас сегодня взята программа, 8 основных направлений, и министерства должны этому придерживаться. До 2020 года должно быть, или точнее сказать, это европейские деньги. На эту работу отпускается 6,5 миллионов евро, потому что вот надо развернуть всю эту ситуацию. А уже до 30 года возможность использования более 40 миллионов. Поэтому программа такая принята в Эстонии. И кто, еще раз повторяю, интересуется этими вопросами, можно обратиться к тем документам, которые были приняты на этой неделе. Дальше следует закон о военной службе. Это очень интересный закон. Я хочу сказать, что вот по данным, которые во втором чтении закон рассматривался, в данном, значит, в течение года около до 100 человек, те, кто носит форму. Недавно мы знаем, что, в общем-то, в не совсем трезвом состоянии были даже проблемы с одним из достаточно в иерархии военных положений человеком. Вот до 100 человек, оказывается, до 100 военнослужащих у нас по разным причинам, это и алкогольное, и наркотическое употребление, это и покидание, да, наверное, не знаю, насколько это в уголовном наказуемо столе, но те, которые добровольно, самостоятельно уходят на какое-то время и со службы армии и так далее, вот таких почти 100 человек. И вот нарушение, в общем, да? Нарушением, да, того обязательств или устава, по которому это, конечно, с точки зрения военных, это, мне кажется, что вообще недопустимо, но тем не менее такие существуют мероприятия, которые нужны, когда надо изолировать этого неадекватного, собственно говоря, человека в военной форме, надо адекватно куда-то его изолировать. Мы как-то редко говорим об этих темах, тем не менее, вот есть конкретный документ, закон о военной службе, предписывает, как это сделать, куда можно помещать. Тут вот не только в карцер, который мы привыкли в прямом смысле слова понимать, что это находится на территории какой-то военно-воинской части, но и вот полицейские имеют право теперь даже в местах, которые принадлежат нашим полицейским силам, можно содержать вот этих нарушителей такого достаточно интересного, скажем, да, подхода к воинской службе. Закон о труде в морском судоходстве. Вот в следующем, чтобы рассматривалось, этот вопрос очень интересен, поскольку мы больше говорим там о больших пароходах, о людях, которые работают, но ведь есть и во внутренних водоемах люди, которые работают на маломерных судах. Вот взаимоотношения между работодателем и тем, кто нанимает, и как это должно происходить, насколько должен быть продолжительность рабочего дня, это тоже очень тема, которая рассматривалась, и во втором чтении, значит, вопрос перейдет в следующий раз в третий, и тогда уже будет в качестве закона. В прошлый раз, по-моему, мы тоже вспоминали о том, что в первом чтении рассматривалось, и у нас, это наша комиссия ведет, это вопрос о пакендесиадус или закон об упаковке. Вот почти вчера было продолжение на заседании комиссии, у нас был этот вопрос, почти мы 1,5 часа говорили как раз об использовании наших привычных мешочков, которые, если попадаете в магазин, мы, не задумываясь, отрываем один мешочек, туда можно положить капусту, туда можно положить бананы или яблоки. Есть, конечно, уже расфасованная продукция, но Европейский Союз по своей директиве предлагает, а сегодня есть государства, одним из таких является Франция, где практически пластмассовые вот эти маленькие мешочки не используются. То есть нужна сеточка, нужна бумажная какая-то тара, в которой можно, или пластмассовая тара, которую можно неоднократно использовать. Вот есть 3 государства, одно из них Франция является, где эти мешочки вообще не используются. У нас же использовать сегодня Евросоюз требует практически вот такого же подхода.
наше правительство рассмотрело этот вопрос, и вот к 2019 году в среднем на человека, значит, эта цифра в среднем на одного человека должна быть не более 90, значит, мешочков, то есть значительно в год, да, сокращается. А вот к 2025 году эта цифра должна уже достигнуть 40. Причем самое интересное, что у нас около 700 торговых точек, площадь которых не более 100 квадратных метров, вот на них пока это не распространяется, точнее сказать, вот киоски или там какой-то маленький киоск, рынок, вопрос задавал, а что же делать с рынками и так далее. Поэтому сейчас будем говорить, что вот такой переходный период есть. Но мне кажется, что здесь полушутя, полусерьезно, я даже сказал, что здесь закон, наверное, и голосовать надо. По одной простой причине, на мой взгляд, надо просто-напросто достаточно набраться культуры для того, чтобы утилизировать вот эти мешочки во время, скажем так, сбора бытового мусора, утилизировать эти мешочки, чтобы они не попадали бы в водоемы, поскольку это действительно период распада очень большой, они не попадали бы в другие места, а утилизировать, чтобы они не засоряли нашу природу. И я думаю, что вот, наверное, к этому надо стремиться, а не для того, чтобы ограничить возможности как раз человека посещать торговые точки. Один вопрос, который еще, следующий вопрос, это как раз Норсу Тойсядус, то есть работа молодежи, это от 7 до 19 лет, использование труда, значит, именно подросткового поколения. И вот как же это сделать? Во-первых, это распространяется на 3 спорта, на три вида. Вот 3 больших сферы, это не что иное, как культура, спорт и, значит, все, что связано с природоохраной. Здесь некоторые, и использование этих технологий, здесь есть некоторые вещи для, скажем так, возможно использование именно детского, я бы назвал, подросткового, не детского, а подросткового труда для того, чтобы вот в летние месяца, мы часто, помните, видели, когда школьники, например, убирают сено там, большим количеством или там классами, целыми группами, или какие-то проводят уборку, скажем, лесного массива. От тех же самых мешочков. От тех же самых мешочков, да. Вот сегодня это подвергается регуляции, и через местное самоуправление государство, наш министр образования госпожа Малис Репс вышла с инициативой от имени правительства. И я хочу сказать, что здесь уже она в своем докладе говорила о том, что в 2017 году на эту работу уже выделяется 6 миллионов евро, и вот до 2018 запланирована эта цифра уже в размере 15 миллионов евро. Естественно, детям и подросткам, которые вот в этой кухне будут участвовать, им надо платить, поэтому это как вроде бы основной заработная плата вот на это время. Я думаю, что причем все фракции, которые выступали, представители, они очень этот вопрос поддерживали. Следующий вопрос – это вопрос службы наших дипломатов за границей. Дальше идет вопрос, связанный с использованием ценных бумаг. Далее идет вопрос опять использования, вопрос закона о табаке. Здесь прежде всего, опять же, электронные сигареты. Здесь документы необходимые для того, чтобы конкретно торговать табачными изделиями. И, конечно, вот налоговой инспекции дается разрешение сделать закуп, контрольный закуп именно конкретно по тем вещам, которые связаны, скажем, и которые мы говорим о табаке. Дальше идет вопрос об веделькютесядус, то есть вопрос конкретно вопрос идет об использовании биотоплива. И вот Европейский Союз, не что иное, к 2020 году предлагает всем использовать, значит, потенциал биологического топлива вот в размере уже 10%. И самое интересное, что для цифр я могу сказать, у меня здесь было записано, что в 2015 году по отчетности в Эстонии в транспорте было
То есть как топливо использовалось только всего лишь 0,2%. То есть у нас 9,5% есть темпы роста, поэтому надо стараться к 2020 году, вот буквально до 3-4 года, изменить вот это соотношение. Следующий вопрос, который обсуждался, это вопрос использования магазисиадус, то есть земельных природного газа, поэтому здесь должно быть правительством регулируются запасы по газу, должны все они храниться, вот запасы на территории Европейского Союза, что стоит отметить, значит, фирмой, которая дается разрешение вот именно заниматься этими вещами, запасами и конкретно доставкой газа, Элеринг акционерное общество должно выполнить требования по 30-дневному, то есть запасов должно быть на 30 дней, на месяц. На 30 дней, да. И тут еще отмечается в объяснительной записке, что вот по энергетическому балансу Эстонии газ составляет 5%, поэтому 40% из этого идет на отопление, то есть через котельные отапливаемые дома. Дальше 23% идет на те предприятия, которые работают и у которых используют газ в своей переработке. И вот 12% это не что иное уже как частные дома. И в четверг основной вопрос, он с 10 часов практически до 14 часов, это вопрос, ежегодный вопрос, это вопрос политики государства в области внешней политики. Вы знаете, ничего нового я не услышал, хотя достаточно внимательно смотрел, заслушал за этим и выступление министра, и председателя комиссии парламента. Они практически были в каком-то в таком повторяющемся стиле, те же самые проблемы, которые существуют в Европейском Союзе. В прошлом году, сегодня и в прошлом году говорили об аннексии Крыма, об ситуации, которая связана с Российской Федерацией, о том, что происходит в мире. Мне кажется, что единственное, может быть, сегодня такой чертой, это, конечно, деятельность государства за пределами, экономическая деятельность государства за пределами нашей Эстонии. Вот это было какой-то такой лейтмотив в выступлениях, и я думаю, что вот интерес к этим вопросам, он сегодня настолько много о нем говорят в средствах массовой информации, что просто повторять о том в докладах, копии докладов у нас есть, поэтому просто-напросто из-за отсутствия времени я бы не хотел пойти по схеме, когда мы бы провели пункты о том, о чем говорил наш министр иностранных дел. Вот, наверное, так очень коротко, быстро по тем моментам, которые были наиболее, на мой взгляд, интересны на этой неделе при заседании в Большом зале парламента. Спасибо, Валерий Николаевич. Я бы хотел затронуть вот такую статистические данные, тему, касающуюся социологического вопроса, который проводила фирма Урингу ТАС. В конце января, по данным этой фирмы, рейтинг центристской партии вырос по сравнению с предыдущим и составил 31%. Среди избирателей. Рейтинг партии «Реформ» вырос тоже. Оппозиционной партии вырос до 25%. Рейтинг социал-демократов снизился до 10%. И сама «Элита» «Республика» до 6%. Тоже снизился. И консервативную партию поддерживают 9%, свободную 7% избирателей. Ну, это примерно как у них и было раньше, там колебания такие есть. В общем-то, интересно в этом что вырос рейтинг центристов, сейчас лидирующие силы в правительстве и в коалиции правящей. И вырос рейтинг партии реформистов, которая сейчас в оппозиции, вот долгое время, как известно, занимала ведущие позиции, потом рейтинг ее снизился, а теперь снова вырос. Вот как-то вы могли бы прокомментировать вот эти данные? Я думаю, что здесь влияет, с одной стороны, мне кажется, что для центристов благоприятное время – это назначение премьер-министром Юрия Ратуца, руководителя нашей партии, поскольку
Чего греха таить, человек, который сейчас находится на переднем фронте и атак с журналистов, и помощи тех же, кто голосует за центристскую партию, поэтому чаще появляется на экране, чаще говорит в средствах массовой информации, высказывает свою точку зрения. Инициативы, которые идут, ведь мало объявить о том, что мы подписали коалиционное соглашение, надо дальше идти. Я думаю, что это вот, например, тоже, значит, мне кажется, последние недели очень знаковый вопрос – это не что иное, как серые паспорта. Ну, не все же относятся так плохо, в принципе, к этой ситуации, или, точнее сказать, одобряют политику государства уже на протяжении 25 лет, когда люди действительно не имеют своего гражданства. Очень дебаты они поднимают и говорят о том, что, да, центристы сделали правильный шаг, и я думаю, что к этому просто надо пойти дальше, потому что по-человечески не понять, когда для меня лично 85% сегодня без гражданства в государстве, хотят эти люди или не хотят, это другой вопрос принимать, но сегодня мы должны создавать систему, ведь на днях была как раз Организация Объединенных Наций, попалась мне информация о том, что требует о том, чтобы увеличить количество детей, у которых нет возможности, значит, было получать раньше, например, гражданство сразу, скажем, серопаспортно переходили, да, увеличить количество детей, которые бы имели бы гражданство в Эстонии. Это ведь тоже процесс, скажем, не одного дня, но на это надо обращать внимание. Если Организация Объединенных Наций говорит об этом, то, наверное, к этому надо прислушиваться. С другой стороны, у реформы тоже произошли изменения. Ведь не все же за эти годы, скажем так, покинули в мыслях, покинули в поддержке партию реформ. У них сменился правительство, у них сменился руководитель. Пришел новый руководитель Певкур, который был неоднократно и работал, и имел портфели министров, министр внутренних дел, министр социального обеспечения, министр социальных дел. И, в принципе, я думаю, что это тоже положительно играет на вот те проценты, о которых мы говорим для партии реформ. Несколько в стороне остается и сама Литреспублика, но вот мне кажется, что вот и со стороны инициатив, скажем, вот этой партии, им, по-моему, не хватает вот этого инициативного начинания, поэтому трудно говорить, наверное, поскольку руководитель министр обороны, трудно, наверное, говорить об оборонных каких-то моментах, и не все они воспринимаются, скажем так, в положительном ключе. Ведь то, что там, скажем, делается в области, например, там, обороны, ну, а мы уже привыкли к этому, и сегодня еще больше расширяемся. Ведь и по северо-востоку идут походы военных от одной точки северо-востока до Нарвы идет колонна, встреча скажем, с учениками, вот этот, скажем, диалог, который идет, он, похоже, все-таки не играет на популярность и сама Литреспублики, поэтому оттуда и результат. Ну, а то, что касается консервативной партии роста, так она вот своей, собственно говоря, без всякого безапелляционностью к отношениям, то, что происходит в государстве, они находятся в оппозиции, им сегодня можно практически говорить все, а между тем надо же задуматься, а что дальше. Поэтому вот для меня это нисколько не может быть открытие, но вдумайтесь, 29, да, Игорь, 26 реформы, да? 25 реформы, да, то получается, если эти две партии бы, например, как эстонцы говорят, сели от хопку, то есть если бы они бы вместе бы пошли, то можно делать, например, на этой базе, и об этом, кстати, неоднократно говорилось, например, не тройственный, а двойственный союз. Я не призываю к этому, я руководствуюсь тем, что решила партия. Значит, если она решила сегодня союз подписать с двумя партиями, то я работаю в этой обстановке, но иногда задумываешься над возможными вариантами, которые, наверное, могли бы как-то по-другому развернуть события, те, которые проходят в Эстонии. Да, вот по мнению некоторых экспертов, они говорят о том, что в Эстонии фактически существуют две партии, центристская и реформистская, остальные, это, так сказать, но еще ведь свежи в памяти, хоть и уже почти 10 лет прошли, когда вот такой союз был, и практически партия реформ использовала для своего интереса, оставив за бортом центристскую партию, поэтому память человеческая и, наверное,
потому и дана, что помнить те уроки, или точнее сказать, делать те уроки, которые с тобой когда-то в жизни проходили. Поэтому у большинства центристов тоже есть память о том, какой этот был союз, и, видимо, в каждом времени свой плод и свое подписание своего соглашения. Сегодня мы считаем так, 19-й год не за горами. Я мало верю в том, что может какие-то катаклизмы произойти в политическом плане, но вот к 19 году практически уже партии все готовятся, поэтому в 19 году может быть новый союз. Почему нет? Да, это политика. Уважаемые телезрители, время нашей передачи сегодняшней истекло. Всего вам доброго. До свидания, до новых встреч. До новых встреч, до свидания.